Мира и золотое правило осторожности. Жила-была девочка по имени Мира. Она была очень энергичной и любила играть на улице. Бегать и прыгать. Но вот беда, она часто забывала быть осторожной и могла вдруг поскользнуться или даже упасть. Однажды, бегая по саду, она поскользнулась на мокрой траве и сильно ушибла коленку. «Ох, как больно!» – вскрикнула Мира, садясь на землю. «Почему я всегда спешу и не смотрю, куда иду?» Мама подошла к Мире и мягко обняла ее. «Мира, ты ведь знаешь, что важно быть осторожной. Не нужно торопиться, а надо всегда смотреть, где ты идешь, чтобы избежать травм». Мира задумалась, ведь ее мама всегда говорила «торопиться не к добру». Но, несмотря на это, она все равно продолжала бегать, не обращая внимания на то, что вокруг нее. На следующий день, играя с друзьями, Мира забежала к старому дереву и попыталась забраться на его низкую ветку. Она не заметила, как ветка скользнула из ее рук, и Мира вдруг упала с высоты. К счастью, она не сильно ушиблась, но все равно почувствовала боль в руке. «Мама, мне снова больно», — сказала Мира, пришедшая домой с покрасневшим локтем. Мама посмотрела на нее с грустью. «Мира, тебе нужно научиться быть осторожной. Золотое правило – не торопись и смотри под ноги. Ведь если ты будешь внимательной, ты сможешь избежать многих неприятностей». Мира решила, что больше не будет игнорировать слова мамы. Она стала осторожнее, обдумывая каждое свое движение. Мама научила ее внимательно смотреть, куда она идет, не спешить и проверять, безопасно ли место для игры. Через несколько дней Мира снова играла во дворе. Но теперь, прежде чем прыгнуть или побежать, она всегда смотрела на землю и проверяла, нет ли там камней или луж, в которые можно было бы попасть. И вот однажды, играя в прятки, она с радостью заметила, что не упала, не ушиблась и совсем не почувствовала боли. «Мама, я теперь всегда буду осторожной», — сказала Мира. Мама обняла ее и улыбнулась. «Молодец, Мира. Теперь ты понимаешь, как важно заботиться о себе и быть внимательной. Это поможет тебе всегда оставаться в безопасности». С тех пор Мира больше не падала и не ушибалась, потому что она научилась быть осторожной и внимательной. Следуя золотому правилу, не торопись и смотри под ноги.